Здравствуйте. Доброе утро. И снова пятница, а уже в понедельник март начнет свою заключительную неделю. А мы, Рустем Каримуллин и Ассоль Мухамедянова, все еще ждем не только календарную весну. И так уже отчаялись дождаться тепла, что решили задобрить холод. А как именно, узнаете буквально через пару минут. И вот не зря мы решили это сделать, ведь сегодня Всемирный метеорологический день. Если у вас есть знакомые метеорологи, обязательно их поздравьте. А также спросите, когда же уйдут наконец-то снег и мороз. Но говорить мы сегодня будем не только об этом, а вот еще о чем. Весна идет, весне дорогу. Как привлечь тепло и солнце? Форма, бокс – не только мужское занятие. Приятного аппетита! Представляем лучшие рецепты с максимальным содержанием белка. Как мы и обещали, начинаем программу с ритуала приманивания тепла. Приманивания. Мы не знаем, рискнет ли кто-либо их повторить, но наш корреспондент Владимир Золотцев сделал это. Давайте посмотрим, что у него получилось. 40 печук на Святую Русь пробираются, а Кулик отмыкал небесные врата, приглашая весну. Кулики да жаворонки, принесите нам лето теплое. А определить, какое лето будет, можно как раз по этому дню. Если ветрено, то к лету теплому и к урожаю. Если холодно, еще 40 дней холод будет. Но есть способ задобрить морозец. Надо испечь круглые булочки, колобаны, 40 штук, и угостить ими мороз. Ну, печь булочки в наше время дело хлопотное, поэтому я их купил просто в магазине. Теперь все 40 дней, каждый день по одной булочке нужно выкидывать в окно. Так мы задобрим холод. А еще хорошая примета – услышать пение птиц, а лучше увидеть их. Какую птицу первую увидишь, так год и проведешь. Сорока к новостям, утки к богатству, жаворонки к счастью. Ну а чтобы счастье привлечь, нужно испечь булочки в форме птичек. Рецепт простой – мука да вода. Мы, конечно, опять поленились и взяли просто в магазине. Теперь, чтобы привлечь солнце и тепло, необходимо позвать весну. А это делается очень просто. Берем палку, на нее веревку, и эту булочку крутим по часовой стрелке. Весна, весна, приходи, тепло, тепло, приноси. Ура! Говорят, раньше срабатывало. Может, раньше и срабатывало, но сейчас все же не стоит так приманивать весну. Я думаю, люди, проходящие мимо человека, который крутит булочку на палочке, подумают, Приманишь, что с этим человеком... да. Не тех приманишь. Не тех приманишь, и потом тебя уже заманят. А мы продолжаем, и у нас в студии первый утренний гость, который решил по-настоящему, по-спортивному проводить зиму. Это Ильдар Суфияров, амбассадор соревнований. Доброе утро, здравствуйте. И мы вас встречаем в нашей студии. Соревнование Тиммермен называется. Я верно произнесла? Да, все верно. Доброе утро. Замечательно. Доброе утро, Ильдар. Вот вы не хотите, чтобы зима уходила? Ведь впереди лыжный марафон, и назначен он, как мы знаем, на 25 марта. Единственный человек, наверное, который не хочет, чтобы уходила зима. До 25 марта. Вот так. Вот сразу после марафона, пожалуйста. Потом уже пусть Да. уходит, да? Конечно. Желающие еще успевают зарегистрироваться? Да, конечно, безусловно. У нас на сегодняшний день порядка 500 заявок уже подано, но мы ждем всех желающих на нашем официальном сайте, чтобы успеть зарегистрироваться и получить последние свободные места на забег, и уже после этого все вместе встречать, как вы уже сами говорите, весну. То есть я поторопилась, то есть не один человек ждет, вернее, не хочет, чтобы уходила зима, а там уже более 500 человек. Да. Уже в этом году уже зарегистрировано такое количество участников. На конкретно только забег, который будет вот у нас 25 числа. Да. А какие еще дистанции будут предложены спортсменам в этом году? Вы имеете в виду помимо лыжного? Да. У нас вообще серия забегов Тиммермен, серия спортивных мероприятий Тиммермен – это новый формат. Если вы помните, раньше эта история называлась Татарран. Сейчас это переросло в мультиспортивный бренд, когда у нас есть лыжи, у нас есть бег, у нас есть плавание, у нас есть велогонки, и то, что сегодня набирает популярность, это триатлон. Поэтому в этом году мы предлагаем побегать. Это самое, наверное, крупное мероприятие, все о нем слышали, это Казанский марафон. Да. В мае под стенами Кремля старт. Трассу, кстати говоря, опубликовали буквально на днях. Это один круг, 42 километра по центру Казани. Ну, это классический марафон, назовем Да, его да. так. То есть ради каждого участника лично перекрывают центр Казани. Вот так. Да.
Для любителей велогонки у нас будут заезды в Закамской зоне, в Набережных Челнах, в городе Альметьевск. Соответственно, для тех, кто любит поплавать, возможно, будет поплавать в Свияжске, как вариант. И для любителей триатлона, опять же, будет дистанция здесь, в Казани. Поэтому для всех любителей спорта мы найдем те варианты, которые будут интересны. Да, а что вот интересного ждет зрителей 25 марта? Последний день зимы. Да, самое главное. Самое главное, что их ждет, это большое спортивное мероприятие. Это большое спортивное мероприятие, это завершающее спортивное мероприятие зимней серии, зимнего сезона. Безусловно, это будут определенные активности. Я просто не хочу раскрывать вам всех секретов. Да, конечно. Это будут чуть-чуть. определенные активности, все будет очень интересно. По количеству участников это уже не может быть по-другому. Поэтому Конечно. я еще раз хочу об этом сказать, что мы ждем всех, кто еще не успел Где? зарегистрироваться на официальном сайте. А где пройдет само соревнование? Маяк, это недалеко от города Зеленодольск. Прекрасная трасса. Я уже в третий раз хочу об этом сказать. Мы ждем всех на этой дистанции. Я думаю, что помимо тех 500 человек, которые уже зарегистрировались после нашей программы, я думаю, еще как минимум 1000 человек зарегистрируется. Давайте мы приманим этих людей. Скорее всего, мы умеем приманивать. 1002, вы тоже. 1002, мы тоже. Да, он точно. Да, а вот примут ли участие звезды шоу-бизнеса? Есть такая информация у вас? Не хотелось бы раскрывать их секреты. Опять? Да. Ну хорошо, вы не называя имен, все же раскройте секрет. Да, Это будут можете сказать мужчины или просто. женщины? Это будут звезды. Так. И мы не говорим шоу-бизнеса, мы говорим, это звезды, это известные люди. Это в том числе государственные служащие известные. Вот так. Да, ну вы прекрасно знаете, что на сегодняшний день вообще здоровый образ жизни – это очень популярная история. Да. Модно. Это очень модно, это интересно. Сегодня очень многие хотят и кататься на лыжах, и бегать марафоны, и преодолевать дистанции на триатлоне. Поэтому будут известные люди. Вы сможете их увидеть, если приедете к нам на марафон. Но вот глядя на вас, да, у вас глаз горит, это настолько вот действительно, вот, я не знаю, я честно воодушевилась, и мне на самом деле тоже захотелось. И название-то какое? Тиммермен, звучит как некий такой супергерой. Железный мужчина. Да. Ну, в этом понятии на самом деле очень много разных смыслов заложено, в том числе и Тиммермен, в переводе частично с татарского языка. Даже когда вот мы в Сочи презентовали Руслану Нургалиевичу этот первый раз презентовали этот бренд, Руслан Нургалиевич сказал, что, наверное, тем, кто займет первое место, будет присвоено звание Ментимер. Это очень шикарное звание, я думаю, будет. Ну, мы желаем успехов вашим соревнованиям, конкретно, чтобы 25 марта у вас действительно был и наплыв участников, и все, чтобы прошло на самом высоком уровне, ну и вообще, чтобы развивалось ваше направление, потому что спорт – это действительно хорошо, для здорового образа жизни это просто прекрасно. И чтобы погода не подвела. Спасибо. А потом уже все дружно будем приманивать весну. Спасибо вам большое за такую занимательную беседу. Дорогие друзья, если вы захотите посмотреть повтор нашей программы, ищите нас на сайте www.tnv.ru. Также мы есть в YouTube. Подписывайтесь на нас в Instagram и в нашей группе ВКонтакте. Здравствуйте, мы продолжаем. Гороскоп у нас. Первые 6 знаков. Внимание! Овны, в этот день вы можете рассчитывать на успех в любой ситуации. Удача и помощь придут от коллег, а также друзей и домочадцев. Тельцы, будьте лояльны к своим близким, иначе конфликта не избежать. Спокойствие, только спокойствие. Близнецам рекомендуется позабыть о прошлых обидах. Сколько можно таить злость? Научитесь прощать, и будет вам счастье. Раки, день будет неудачным во всем, что касается любви и личной жизни. На самом деле в пятницу самое время ударно поработать. Чтобы потом хорошо отдохнуть. Лев, неблагоприятный день для встречи, деловых переговоров. А вот что касается досуга, то он пройдет на высшем уровне. Девы, не опускайтесь до уровня людей и провокаторов, тех, кто намерен вывести вас из психологического равновесия. Помните, они только этого и ждут. Лучше просто промолчите. А наша программа продолжается, и теперь порция спортивных советов. Лейла Латыпова думала и решила, что самое время заняться боксом. Ого.
Мы сегодня, как всегда, будем сжигать жир. А заниматься мы будем боксом. Итак, ты встаешь в стойку, ты правша, поэтому левая нога у тебя уходит вперед, правая назад. Распределяешь вес тела. Дальше. Левая рука спереди, правая рука закрывает лицо. Дальше. Левой рукой ты наносишь легкий, коротенький удар мне в лапу. Поехали. Раз. 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 Теперь. Только правая рука. Удар уже будет посильнее и чуть подлиннее. С разворотом корпуса. Для того, чтобы усложнить нам задачу, мы подключим еще и ноги. Мы будем находиться постоянно в прыжках, в движении. Фирменная двоечка. Левый, правый. Готово? Готово. Поехали. Раз, два. Отдыхаем. Раз, два. Чуть быстрее. Раз, два. Наконец-то я узнала, что такое фирменная двоечка. Поднял, обнял, заплакал. Руслан, само слово «бокс» уже как-то пугает женщин. Да, не стоит бояться бокса, потому что бокс – это не только жестокий и кровавый вид спорта для суровых мужчин. Бокс поможет вам избавиться от лишних калорий и избавиться от кучи отрицательных эмоций. Ну а также, милые дамы, вы можете с помощью бокса защитить себя. В боксе работают все мышцы. Мышцы ног, мышцы рук. И вообще это отличная тренировка для зрения. Руслан! Надеемся, что ни один тренер не пострадал от действий Лейлы, но вот не знаешь, что нравится? Что раньше бокс там, ну, все же считался более таким мужским спортом, да? А сейчас, смотри, такая хрупкая, красивая женщина, как дала в нос. Ничего себе, как ты закончила эту мысль. По-доброму. Я хочу сказать о том, что Лейла сказала, что бокс очень хорошо развивает зрение. Еще бы попробуй, уклонись, да, там же нужно уловить это все. Мы продолжаем. Знаете ли вы, что Wi-Fi изобрела женщина, причем самая красивая женщина в мире по версии современников Хеди Ламар. Она была замужем за богатым человеком, а еще голливудской актрисой. Но однажды актерство ей наскучило, и она решила помогать людям. Во время Второй мировой войны Ламар разработала технологии расширенного спектра и скачкообразной перестройки частоты. А в 1942 году получила патент на изобретение. Именно ее разработки легли в основу принципов работы GPS, Wi-Fi и Bluetooth. Мы не знаем, кто изобрел медовый массаж. Тоже женщина, наверное, но он точно не менее полезен, чем Wi-Fi. Медовый массаж – один из самых эффективных способов избавления от целлюлита и лишних сантиметров. Мед, как известно, содержит в себе огромное количество необходимых человеку витаминов и микроэлементов. Мед быстро впитывается кожей и включается в процесс обмена веществ, поскольку уже переработан ферментами пчел. Сегодня мы расскажем вам, как провести процедуру лимфодренажного и антицеллюлитного медового массажа в домашних условиях. Перед тем, как решить провести курс медового массажа, убедитесь, что у вас нет противопоказаний. Массаж медом нельзя проводить тем, у кого индивидуальная непереносимость продукта, всем, у кого варикоз любой стадии или капиллярная сетка. Беременность и различного рода дерматиты тоже находятся в списке противопоказаний. Если ничего из вышеперечисленного вас не беспокоит, тогда можете смело начинать борьбу с целлюлитом и лишним весом с помощью медового массажа. Первый и самый важный пункт – это выбор меда. Для того, чтобы массаж был действенным, нужно обязательно использовать натуральный сотовый мед. Магазинный засахаренный продукт не подходит. Профессионалы рекомендуют использовать цветочный и гречишный и хранить его в темном месте комнатной температуры, чтобы он всегда был готов к применению. Правильно подобранный мед не нуждается в разогреве. Второй этап – это подготовка к массажу. Процедуру следует проводить на чистой гладкой коже, поэтому нужно принять душ и сделать пилинг.
После скраба слегка разогрейте участки, которые вы собираетесь массировать медом. Для этого идеально подойдет щетка с натуральным ворсом, или можно сделать несколько легких массажных движений руками. Обратите внимание, что правильная техника выполнения медового массажа возможна только на гладкой коже. Любой волосистый покров будет препятствовать правильному захвату кожи. Теперь переходим непосредственно к массажу. Для начала нанесите мед на кожу равномерным слоем, примерно 1 см. Дайте ему немного впитаться. Первую процедуру следует проводить в течение 5-10 минут. К третьему сеансу это время стоит увеличить к 20-30 минутам. Начните с легких похлопывающих движений. Через некоторое время вы почувствуете, что мед слегка скатывается под вашими ладонями, и они начинают сильнее прилипать. Это значит, что пора переходить к интенсивной части массажа. Прижимайте руки к коже на 2-3 секунды и затем достаточно резким движением оттягивайте кожу. Когда на ваших пальцах станут появляться белые пятна, не пугайтесь, это жир и токсины, которые вытягивает мед. Когда цвет меда сильно изменится, процедуру стоит прекращать, чтобы все токсичные вещества снова не впитались в кожу. По этой же причине ни в коем случае нельзя повторно использовать мед. Смойте теплой водой с использованием жесткой губки. После обязательно нанесите увлажняющий или антицеллюлитный крем. Медовый массаж проводится курсами в 10-15 процедур в зависимости от состояния кожи. Периодичность через день. Доброе утро, и мы продолжаем. У нас снова гости. Это Анна Солнечная и Сергей Каштанов, волонтеры. Доброе утро. Рада вас видеть в нашей студии. Вы представляете благотворительный фонд «Детские надежды». Расскажите, пожалуйста, кому помогаете? Добрый день. 2 года мы уже занимаемся как волонтеры этим фондом. И это фонд помощи детям, больным детям, детям с инвалидностью, детям с тяжелыми заболеваниями, целевая помощь таким детям. Вот у вас есть совместные проекты с ДРКБ, насколько нам известно. Да, вы знаете, какая ситуация? То есть у фондов всегда есть такая проблема. Нужно понять, насколько конкретно ребенок нуждается в помощи, насколько тяжело заболевание, какая должна быть медицинская помощь. Все проверяете, то есть? Конечно, конечно, конечно. И вот сотрудничество с такими уважаемыми организациями, как ДРКБ, конечно, помогает решить эту проблему. То есть мы точно знаем, что этому ребенку нужна такая-то операция, и помощь наша будет целевая и точно попадет туда, куда надо. То есть они вам предоставляют информацию о больных детях, а вы дальше уже как да, бы все это... Да. И фактически они говорят, какие случаи наиболее срочные, где помощь нужна очень срочно, где есть время на то, чтобы подготовиться, собрать деньги там и так далее, а где нужно помочь прямо сейчас. Это очень важно для фонда, это вот каждодневная работа в этом состоит. А какая вот история больше всего запомнилась? Вы имеете в виду по больным детям? Да. Вы знаете, очень часто вот рутинная работа состоит в том, что мы просто облегчаем там жизнь тяжело больных детей-инвалидов. Да. Когда появляются случаи, когда можно оплатить какую-то операцию, и ребенок реально станет здоровым, вот такие вот случаи, конечно, прям, просто вот летаешь, прям крылья вырастают. Выздоравливает, мне кажется, это же... Да. И вот как раз с ДРКБ последний случай, когда ребенку, это кардиология, порок сердца, когда сделали операцию. Девочку фактически спасли. У нас и в Казани, мы в этом, да. У нас в Казани, да, и мы в этом, как бы, к этому тоже причастны, это прям, это окрыляет. Скажите, пожалуйста, то есть могут обратиться к вам родители больных деток, да, или что, вот, или к нам как часто обращаются, да. Я и говорю о том, что главная проблема — это проверить, то есть провести юридическую, медицинскую экспертизу и так далее. Поэтому мы, конечно, предпочитаем работать с организациями инвалидов, с медицинскими учреждениями, чтобы информация уже к нам попадала проверенная, а мы только помогали финансово. Да, то есть время не тратится на выяснение, уже все известно. И чтобы финансовая помощь именно уже... Целевая была, и точно туда, где она сейчас нужнее всего. На днях пройдет мастер-класс, в котором примут участие ваши подопечные. Расскажите, пожалуйста, что будете делать, что покажете? Вот про это расскажу я. Я занимаюсь мозаикой.
И Сергей Каштанов пришел с такой идеей ко мне сделать благотворительный мастер-класс по мозаике и пригласить деток, пригласить родителей и поучаствовать в этом мероприятии, привести своих деток, естественно, чтобы мы с ними совместно провели мастер-класс и сделали мозаику. Там возраст будет гулять. Да, он достаточно маленький, и это будет очень интересно, необычно. Мы сделаем из подручных средств. Сама акция, она для чего готовится? Чтобы побольше рассказать о нашем фонде и сподвигнуть привлечь людей, наших горожан, чтобы они помогали нам тоже собирать средства для деток, которых мы лечим. Вы большое дело делаете, на самом деле, потому что многие, кажется, родители, просто надо в отчаянии бывают, и не знают, куда обращаться, а если есть такие фонды, которые могут помочь тяжело больным деткам, это дорого стоит. Да. Что ж, спасибо вам большое за ваше доброе дело, за ваши добрые сердца и за то, что пришли к нам на программу. Очень приятно было с вами пообщаться. Спасибо большое. Вам огромное спасибо. Мы продолжаем, и сейчас время афиши программ на ТНВ. Смотрите и выбирайте. Отношения с женой Кукоцкого все более охлаждаются. Я просто очень прошу, чтобы этого больше никогда не было. Никогда. Да, конечно. Вскоре у Елены начинаются симптомы странной болезни. Забыть. Тем временем Павлу Алексеевичу удается добиться своего. Нужен указ о разрешении абортов. На каком основании вы пришли сюда со всем этим? Мы потеряли миллионы мужчин. Теперь теряем тысячи женщин. Казус Кукоцкого сегодня в 9:00. Обзор культурных событий города, яркие премьеры и люди, без которых немыслима творческая жизнь Казани. Сегодня в выпуске. Ехал в Сибирь, попал в Казань. Всемирно известный хореограф Оливер Прайс с камерным балетом «Пантера». Коралловые бусы в Тинчуринском. Гражданская война глазами юного писателя. Об этом и не только. Смотрите на ТНВ в 14:15. Снова дома, при горячей поддержке болельщиков. Окрыленные успехом на выезде, барсы вновь сойдутся в ледовой битве с «Металлургом» за Кубок Гагарина. Смотрите сегодня в 19:00 на ТНВ. Я даже знаю, чем ты будешь заниматься сегодня вечером. Да, все знают. И я знаю уж многих, кто сегодня этим же будет заниматься. Сидеть у телевизора и поддерживать Акбарс, это точно. А я буду готовиться к встрече лета. Я понимаю, что лучший способ похудеть к лету – это, конечно же, заняться спортом. Еще можно правильно питаться. У нас сейчас лучшие белковые рецепты. Привет! Те, кто занимается спортом, знают, что белок – необходимый для организма элемент, без которого невозможно набрать мышечную массу и сформировать красивую фигуру. Поэтому, если вы решили взяться за себя всерьез, вам необходимо пересмотреть свой рацион питания в пользу пищи, богатой белком. Мы выбрали топ-3 продукта лидера по содержанию белка. А сегодня мы приготовим нут с курицей и овощами. Мы предварительно замочили нут на ночь. На стакан гороха требуется 3-4 стакана воды. Сливаем жидкость, в которой замачивался нут, заливаем холодной водой и варим 40 минут. Горох нут – источник растительного белка. Он содержит много витаминов и необходимых для организма аминокислот. Разогреваем в сковородке каплю масла и сперва добавляем куриное филе и ваши любимые специи. Присоединяем овощи, пассируем несколько минут на медленном огне до прозрачности лука. Готовый нут нужно откинуть на дуршлаг, а затем переместить его в сковородку. Добавьте немного воды для того, чтобы довести нут и мясо до готовности. Тушить нут с курицей и овощами нужно примерно 10-15 минут на слабом огне, чтобы горох стал мягким, а овощи нежными. Ой,
как вкусно, полезно, спортивно. А когда готовит мужчина, это еще так красиво. Прекрасное перечисление того, что я ничего не хочу делать и все хочу, чтобы было вкусно. Здравствуйте, наша программа продолжается. Где это видано, где это слыхано? Он живой и светится, если бы я был взрослым. Всем нам с детства хорошо знакомы истории, произошедшие в жизни мальчика Дениски. А рассказал нам их писатель Виктор Драгунский в своей книге «Денискины рассказы». Не был к ним равнодушен и звезда российского кино Сергей Безруков. На днях он озвучил 16 рассказов о Дениске и его друзьях для того, чтобы слабовидящие слепые дети смогли тоже узнать эти добрые, немного наивные истории. А Вера Гаранина, как обычно, по пятницам подготовила свой обзор книжных новинок. Сегодня я хочу вам представить книгу «Не лидеры продаж», книгу Веры Пановой «Сказания об Ольге». Я предвижу, что, возможно, кто-то скажет: не актуальное чтение. Вера Панова – устаревшая литературная концепция. Да, действительно, меняются наши вкусы, меняются пристрастия. Читать Бориса Акунина сегодня, возможно, интереснее. Именно он, Борис Акунин, создал замечательную литературную серию, которая называется «История российского государства», куда вошли, на его взгляд, лучшие произведения о прошлом России. Роман Веры Пановой в этом списке. Писательница рассказывает нам о далекой истории Руси, об исторических личностях, известных и малоизвестных. На мой взгляд, эта книга интересна еще и тем, что здесь представлен женский взгляд на большую историю государства. Вера Панова «Сказания об Ольге». Российская литературная классика. Это надо знать. Игорь Губерман. Как только мы произносим это имя, сознание моментально выдает нам сигнальные слова. Ирония, сарказм, улыбка. Я сегодня хочу вам представить новую книгу Игоря Губермана, которая называется «О выпивке, о Боге, о любви». И мы понимаем, что сознание наше не помутилось и акценты расставило правильно. Лучше всего свою книгу представляет сам автор. Но, разумеется, в устах такого циника, скептика и охальника, каким я, кажется, являюсь, три этих дивных феномена обрастают всякими деталями. Лучше и не скажешь, к этому я бы добавила только одно. Читать эту книжку нужно дозированно, небольшими порциями страниц и ощущать послевкусие от прочтения. Наслаждайтесь. Просто невозможно, подойдя к этой полке, не взять в руки вот эту книгу. Называется она «Тайные письма великих людей». Вообще все, что обозначается слово «тайное» и «секретное», всегда привлекает наше внимание. А если учесть, что это очень личная, интимная переписка известных людей, то отчасти читать это даже неловко. Но поскольку все это теперь уже опубликовано и стало достоянием мира, читать это нужно, потому что здесь прекрасные слова, прекрасный слог, замечательные мысли. А если учесть, что сегодня мы писем друг другу практически не пишем, мы общаемся через интернет, то читать такие письма еще и очень полезно. Благодарим Веру Гаранину за обзор книжных новинок. Да, и действительно, читать книги очень полезно, ведь еще есть очень много различных экранизаций великих произведений, и не только. Ну и еще одна традиционная рубрика «Пятницы». Вот какие фильмы стартуют в прокате в эти выходные, и вот что вы сможете посмотреть. Наши силы были на исходе. Казалось, что победа близка. Но война только началась. Сегодня никто не сможет остановить апокалипсис. Кроме нас.
«Тихоокеанский рубеж 2». Скорее всего, это будет самый кассовый фильм этого уикенда по всему миру. Потому что боевик, потому что гигантские монстры и роботы, потому что опять спасаем человечество. Если вы не смотрели первую часть, фильм выглядит примерно так. Недалекое будущее, из другого измерения в наш мир проникают злобные чудовища. Погибают миллионы людей, и вот разные страны наконец-то объединяются перед лицом общего врага и придумывают супермашины, которые всех побеждают. Ну, классика, в общем. Любители жанра экшен и попкорна. Фильм для вас. Еще один фильм со знакомым сюжетом «Тебя никогда здесь не было». У сенатора похищают дочь, он не хочет привлекать полицию и нанимает хладнокровного убийцу, который выполнит заказ и спасет девочку. Фильмов с такими завязками достаточно, и в половине из них снимался Джейсон Стэтхэм. Но здесь другой актер, и герой тоже получается другим. На самом деле он не хладнокровный убийца, у него тоже есть чувства. Какие? Не скажу, никаких спойлеров. Говорят, ты был очень жесток. Я могу быть. И самая классная история этой недели — «Гонка века». Фильм, основанный на реальных событиях. Если так и не посмотрите, хотя бы прочитайте историю жизни Дональда Кроухерста. Так и забейте в Google «Дональд Кроухерст». 1968 год. Гонка на яхтах вокруг света. Главный герой ставит все на кон, уверенный в себе и в своей победе. Но что-то идет не так. Технические неисправности — это полбеды. Другая половина трагедии — тоже не скажу. Узнаете сами. Я думала, мы строим лодку, и не могла предположить, что ты правда на ней поплывешь. Но для этого и нужны лодки. Обещай, что вернешься домой. Уверен, вы в курсе, что вас ждет, если откажетесь. Оставьте сомнения нам на берегу. Удачи, папа! Возьмите свою мечту в море. Все-таки какое великолепие выборов на разный вкус. Можно посмотреть любой фильм, который тебе хочется. Хочешь — смотри экшен, блокбастер, хочешь — смотри какую-то драму. И самое главное, мы же видим в этом либо себя, либо хотим быть как эти герои. Да, так что в выходные все идем в кино. Ну а сейчас порция полезных советов от нашего коллеги Олега Кондрашова. Узнаем, что же он смастерил на этот раз. Здравствуйте! Правда, ведь бывают такие ситуации, когда мы не можем решить самую простую проблему в быту. И я, Олег Кондрашов, подкину вам пару-тройку идей, чтобы облегчить вашу жизнь. Если у вас слишком слабые телефонные динамики и есть свободная втулка туалетной бумаги, я расскажу, как сделать декоративные колонки для вашего телефона. Надеюсь, мои советы будут полезны, и вам не придется просить помощи у других. Правда, рыбка?
Правда, ответила рыбка. Да, говорящая рыбка где-то там в сознании Олега. Но на самом деле понятно, что руки, если что надо, то можно действительно самому смастерить и динамик, и телефон, и вообще все, Олег, что хочешь. И вообще Олег молодец. Ну а мы встречаем Камилу Хакимуллину. Она расскажет нам о других культурных событиях, которые произойдут в городе сегодня и в выходные дни. Всем привет! Сегодня 23 марта, и вновь с вами я, Камила Хакимуллина. Сейчас вы узнаете о событиях, которые сможете посетить сегодня в Казани. А начать я хочу со спектакля, который привезли к нам замечательные артисты. Внимание к сюжетам! Обед для грешников. У молодого директора лондонского офиса транснациональной компании проблема. На переговоры приезжает его американский босс, придерживающийся весьма строгих моральных принципов. Всех своих подчиненных, не живущих в законном браке, он увольняет без промедления. Возлюбленная нашего героя, давно ожидавшая приложения руки и сердца, наотрез отказывается изображать супругу и со скандалом уходит. Кто-то должен сыграть роль жены, но даже у верной секретарши возникают непреодолимые препятствия. На авантюру соглашается только домработница, которая чуть ли не в 2 раза старше героя. Тут и начинается самое интересное. Спектакль хотелось увидеть. Бездетная пара берет на воспитание ребенка из детдома. Он приносит в дом радость и счастье, но повзрослевший Алмаз случайно узнает, что родители ему не родные, и с этого дня хочет увидеть своих настоящих мать и отца. Поистине волшебный вечер ожидает казанцев сегодня, но это еще не все. Продолжайте нас смотреть, ведь в следующих сюжетах вы узнаете, что предлагает наша рубрика для того, чтобы ваши выходные прошли не менее интересно. Смотрим! В субботу для вас выступают Би-2. Они презентуют песни из нового альбома «Горизонт событий». Не забудут и о своих главных хитах. Готовьтесь подпевать. Вас ждут оригинальная сценография, световое и видеошоу, разработанные специально для новой программы и в корне отличающиеся от того, что группа делала в последние годы. Джах Халиб, презентация альбома «Эго» и все хиты. Хип-хоп в его исполнении мягкий, негромкий и лирический, с красивыми рифмами и узнаваемой хрипотцой в голосе. За несколько лет активной деятельности он уже успел обзавестись солидной фан-базой, попутно поработав с топовыми рэперами страны. Впервые в обновленном казанском цирке «Цирк Фиеста». Яркая программа удивит разнообразием жанров и количеством животных. Обезьяны-наездники, медвежата, дрессированные собаки, лошади, пони, гуси, а также единственный в мире медведь-жонглер и самый большой цирковой бурый медведь Яша в удивительном аттракционе под управлением заслуженной артистки России Надежды Такшантовой. Не пропустите! Богатая на события выдалась неделя. Надеюсь, увидимся и на следующей. Ведь благодаря нашей рубрике каждый найдет себе занятие по душе. Всего вам доброго и прекрасных выходных. Спасибо большое, Камила. Вот смотри, мы узнали, какие события проходят в нашем городе. О киноновинках поговорили, о книжных новинках поговорили. Но, по-моему, мы о чем-то забыли поговорить. Да, я могу тебе сказать, о чем мы забыли поговорить. О чем? О том, что же нас ждет в выходные с погодой, как запланировать их, стоит ли куда-то собираться, или нас ждет опять снегопад, или будет так, что все растает и будет очень много воды, как я сейчас говорю. Очень То есть много мы воды. забыли о Даниёре Кинжаеве, я так понимаю. Хорошо, давай мы спросим, какая же погода нас ожидает сегодня. Даниёр, где ты? Рассказывай нам о погоде. Скрипучие качели, скрипят, скрипят, скрипят. Привет, привет, ребят! Всем здрасте! Доброе утро! Я, как обычно, с самого раннего утра выбрался на улицу, чтобы рассказать вам о погоде в Казани. Но для начала я хочу вам рассказать очень интересную народную примету, связанную именно с этим днем. В народе говорили, что начиная именно с этого дня начинаются так называемые мартовские грозы. Одновременно с этим примечали, что зима
зима наконец-то отступает и оставляет свои владения, уступая их весне. Ура, друзья! В общем, а теперь о погоде в Казани. Сегодня температура воздуха днем составит минус 7 градусов, вечером будет чуть теплее, минус 5. До обеда будет переменная облачность, солнышко время от времени будет выглядывать, радовать и греть. Самое главное, что будет греть нас. Но после обеда небо затянет тучами и возможен небольшой снег местами по Казани. А у меня на этом все. Всем отличного настроения, друзья. Грейте себя и своих близких. А я пойду покачаюсь на скрипучках, качельках. Знаешь, кстати, у Даниэла же сегодня праздник. Серьезно? Сегодня день человека, который катается на качелях? Нет, сегодня же день метеоролога, а у нас местный свой метеоролог, это Даниил Кинжаев, также нужно обязательно его сегодня поздравить. Приготовил подарок, ты, надеюсь, для него. Я приготовил для него отличный подарок, он называется «Поздравление от всей души». Это шикарный подарок. Ну хорошо, ну давай мы продолжаем нашу программу. Да, и сейчас продолжение астропрогноза. Весы, сегодня у вас расслабленный день, вы почувствуете усталость уже к полудню, так что вообще не напрягайтесь, скажитесь больными или просто наслаждайтесь и ничего не деланием. Ничего себе, скажитесь больными. Это как у Мольера. Скорпионы, а вот вам не до отдыха, работайте от души. Нет дел? Тогда изображайте видимость работы, иначе получите нагоняй от начальства. Стрельцы, даже если в этот день вас что-то раздосадует, не спешите рубить с плеча. Этим вы не решите свои проблемы, а только усугубите их. Будьте осторожны, принимая важные решения. Постарайтесь исходить исключительно из личных возможностей. Именно это я и постараюсь сегодня сделать. Козероги, окружающие в этот день вас могут рвать на части. Но такое положение дел вас не смутит, и вы с радостью откликнетесь на все призывы в отношениях с любимым человеком. Проявите больше уступчивости. Ему сейчас особенно необходимо ваше понимание. Водолеи, день обещает быть удачным, если вы не пойдете на поводу у своих отрицательных эмоций. Постарайтесь найти приятное занятие, которое позволит отвлечься от негативных мыслей. Это хорошее время для общения с друзьями. В пятницу вечером надо встречаться с друзьями. Да, для любого знака зодиака. Рыбы, постарайтесь сосредоточиться на профессиональных делах, и, приложив незначительные усилия, вы сумеете легко добиться поставленных целей. Если почувствуете, что с какими-либо вопросами сейчас справиться сложно, то не стесняйтесь обращаться за помощью к более опытным коллегам. Наша программа на этом завершается, и это все, что мы успели вам рассказать сегодня. А в понедельник, мы обещаем, будет много интересного. И, конечно же, наши коллеги Влад и Светлана вам покажут и расскажут. А что именно, смотрите. Лето впереди, без чего нельзя обойтись в туристической поездке. На здоровье проверяем родинки. Приятного аппетита! Вкусно готовить совсем несложно. Ну что ж, эта неделя прошла именно с нами. С вами были Ассоль Мухамедянова и Рустем Каримулин. Надеемся, вам было с нами хорошо, как и нам с вами. До новых встреч на ТНВ. В понедельник в 8:10 утра не забудьте включить телевизор. И Светлана Звонарева и Влад Портнов вам скажут здравствуйте. Ну а мы желаем вам прекрасных выходных. Надеемся, что эта неделя была продуктивной для вас. А кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. И самое главное, чтобы наконец уже весна пришла, и эти выходные мы с вами провели в тепле, и было хорошо, всем тепло на душе. Солнечного всем настроения. До встречи, мы вас любим. Пока. Пока-пока.